Да. Ничего, да? Я включила запись. Пархат, пожалуйста, представьтесь. Доброе утро, уважаемые участники вебинара. Меня зовут Юсупранов Пархат. Я возглавляю общественное объединение молодежной организации людей с ограниченными возможностями Межигер. Сейчас мы находимся в офисе Фонда Евразия Центральная Азия. Я хотел бы вначале поблагодарить Алию за то, что предоставили нам площадку и согласились помочь по слайдам и по вопросам. Также хотел выразить благодарность фонду Ерекше Таңдау за то, что предоставили нам возможность поделиться нашими наработками, нашими взглядами на данную проблему и, соответственно, к какому-то решению совместно с вами прийти. Давайте тогда начнем. Я думаю, надеюсь, всем слышно, всем достаточно хорошо меня слышно, потому что здесь небольшие были технические неполадки. В принципе, они устранены. Я буду во время презентации пользоваться заметками по шрифту Брайля. И, соответственно, если кто-то из участников вебинара имеет инвалидность по зрению, я постараюсь как можно подробнее разъяснять содержание слайдов, которые мы будем с вами показывать. Здесь можно следующий слайд? Я здесь на данном слайде показываю фотографию с нашего выпускного, где я заканчивал магистратуру в США, то есть здесь я изображен в одежде выпускника и, соответственно, один из моих друзей из Уганды и подруга из Израиля. Почему я эту фотографию поставил? Потому что здесь для решения данной проблемы нам необходимо понять, что человеческое многообразие является очень важным фактором как в инклюзии, так и вообще в достижении общественного прогресса и в развитии той или иной организации. Например, в Соединенных Штатах Америки и в других вузах культивируется подобное человеческое многообразие, то есть стараются привлекать студентов из разных социальных слоев, из разных стран, из разных языковых бэкграундов, то есть разных этнических групп, соответственно, студентов и с инвалидностью, и без инвалидности. И это все привносит свой вклад в развитие того или иного университета, в то, что данный университет имеет определенный рейтинг, и на diversity, то есть на многообразие, очень большое внимание уделяется в данных странах. Здесь мы тоже бы хотели, чтобы в наших казахстанских вузах культивировалось это человеческое многообразие, чтобы студенты были не однородной какой-то массой, а именно представителями разных социальных слоев, может быть, студенты с инвалидностью, студенты иностранцы, студенты уралманы. Тогда, в принципе, и наши вузы, соответственно, обогащались бы и изнутри тоже. Поэтому, вот, в принципе, я эту фотографию поставил, потому что мы сегодня будем говорить о доступности высшего образования, и одним из, как я говорю, факторов, которое бы улучшило доступность и, соответственно, инклюзивность, была бы человеческое многообразие. Можно следующий слайд? Спасибо. В принципе, я сам закончил университет. Почему я этой проблемой занимаюсь? Во-первых, у меня у самого есть инвалидность первой группы по зрению. Я закончил специализированную школу-интернат для незрячих слабовидящих детей имени Николая Островского. Очень хорошее образование получил в данной школе. В принципе, до сих пор я пользуюсь той основой, которую я в этой школе получил. После этого я обучался в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Аблайхана, где я почувствовал большие трудности, с которыми сталкиваются вообще студенты с инвалидностью, и в частности студенты с инвалидностью по зрению. То есть там не было и доступных материалов шрифтом Брайля, учебников. Там, в принципе, даже о доступной инфраструктуре тогда в начале 2000-х годов вообще никто даже и не думал. То есть было много и лестниц, и недоступных для меня аудиторий, в том плане, что их очень было тяжело найти. И ориентироваться по кампусу университета тоже вначале было трудно. То есть, соответственно, я огромное количество времени вынужден был проводить для адаптации материалов. Мне помогала мама тогда, библиотека для незрячих слабовидящих граждан помогала. То есть я все свое свободное время уделял на то, чтобы переводить те же самые материалы, которые были на английском языке, в шрифт Брайля. Так как мама у меня не знала английский язык, мне приходилось все это, если так прямо сказать, по буквам переписывать в шрифт Брайля, что, к сожалению,
я считаю недопустимым, потому что студент не должен свое свободное время тратить на адаптацию материала, а он должен тратить свое свободное время на социализацию, на общение с другими студентами, с преподавателями, какие-то новые для себя возможности находить. И, соответственно, это бы помогало бы ему в карьерном росте в будущем. И после этого я попал на программу лидерства в Японии для людей с ограниченными возможностями в 2006 году после окончания университета. И там как раз таки я встречался с лидерами движения лиц с инвалидностью в этой стране, и они мне объяснили, что в принципе нет нужды человеку с инвалидностью именно напрягаться, что-то кому-то доказывать, вот это вот все эти материалы сидеть переводить. Человек с инвалидностью должен такой же жизнью жить, как и остальные люди. То есть общаться со студентами, куда-то с ними ходить, те же, я не знаю, вечеринки, мероприятия другие. И для этого, в принципе, адаптация материалов, либо доступность той инфраструктуры, информации, это не забота самого человека с инвалидностью, а это именно те барьеры, которые были воздвигнуты обществом, и, соответственно, задача общества эти барьеры минимизировать, либо ликвидировать. Соответственно, и здесь огромную роль играет и государство. После этого я получил международную стипендию президента Республики Казахстан Балашак и, соответственно, закончил магистратуру в США и после этого закончил другую магистратуру в Женеве. В принципе, казалось бы, мне доступность вузов, в принципе, для меня сейчас на данный момент не важна, но мне самому хотелось бы, чтобы нынешнее поколение студентов, имеющих инвалидность, не теряло время в вузах, просто так просиживая уроки, либо получая свободное посещение, либо вообще учась ради стипендии. Мы, кстати, обнаружили тот факт, что из-за того, что у нас недоступно высшее образование, развивается иждивенчество среди студентов, имеющих инвалидность. Многие прям напрямую заявляют, особенно здесь в городе Алматы, что они учатся ради стипендий, а не ради знаний, что в принципе на нас, на студентов, которые закончили в 2000-х годах, мы вообще никакой стипендии не получали. Нам хотелось получить знания, навыки, опыт для того, чтобы дальше работать по специальности. И нам даже в голову не приходило учиться ради стипендии, просто учиться ради учебы. А нынешнее поколение, я вот замечаю такой тренд, такую тенденцию, поступает в университет, потом поступает в магистратуру, потом в докторантуру, и вот так вот учатся, и никакого опыта работы не получают. То есть, соответственно, конкурентоспособность их занижается. Вот эту вот проблему мы бы хотели решить, поэтому я и выбрал данное направление деятельности для того, чтобы работать для улучшения доступа к высшим учебным заведениям, к высшему образованию в нашей стране, так как у нас сформировался опыт определенный, мы изучали зарубежный опыт, мы изучали зарубежное законодательство, в университетах разных стажировались для того, чтобы все вот эти нововведения, какие-то новые технологии, новые идеи и здесь применять в Казахстане. Поэтому помощь НПО здесь очень важна для того, чтобы совместно решать данную проблему. Можно следующий слайд, пожалуйста. Я, как уже сказал, я работаю в молодежной организации людей с ограниченными возможностями ЖИГЕФ. Просто буквально пару минут я раскрою, чем мы занимаемся. Мы занимаемся уже давно сокращением информационного неравенства между людьми с инвалидностью и без инвалидности. Мы, кстати, со студентами с инвалидностью работаем еще с 2008-2009 года, когда мы в Казахстан привезли из Японии новые технологии DAISY для того, чтобы переводить книги в обычном формате в специализированный аудиостандарт, который позволяет получать доступ к информации наравне с людьми без инвалидности по зрению. То есть в подобной книге люди могут ставить закладки, могут перемещаться свободно по главам, по страницам, ставить где-то определенные места, повторять с помощью определенных устройств DAISY-плееров. И также мы занимались выпуском литературы шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом. То есть, соответственно, вот ликвидация информационного неравенства или сокращение информационного неравенства – это одно из направлений нашей деятельности. Кроме того, мы участвуем в казахстанском и международном движении за права людей с ограниченными возможностями. Здесь чем мы занимаемся? Мы на различных диалоговых площадках, например, в Акимате города Алматы, в Министерстве труда и социальной защиты населения, либо в Мажилисе, либо на каких-то других диалоговых площадках поднимаем проблемы лиц, имеющих инвалидность, а определенно молодежи, имеющей инвалидность разных категорий, для того, чтобы данные проблемы решались. Соответственно, мы предлагаем свои пути решения.
Кроме того, мы занимались улучшением доступа к объектам инфраструктуры. Здесь мы заметили, что, к сожалению, инфраструктурный доступ здесь в стране у нас зачастую приравнивается, по крайней мере раньше приравнивался к доступу физическому, и мы хотим показать, что здесь имеет значение большое и элементы тактильной навигации, какие-то звуковые маяки, которые бы показывали вход в здание, и, соответственно, таблички шрифтом Брайля, которые бы указывали людям кабинеты в больницах, в поликлиниках, либо в университетах, в школах, в колледжах, в других заведениях, которые открыты для общества, открыты для того, чтобы люди ими пользовались. И вот улучшением доступа к высшему образованию мы занимаемся, об этом мы подробнее расскажем чуть позже. И кроме того, мы занимаемся также усилением потенциала самих молодых людей с инвалидностью, то есть какие-то мероприятия для них проводим и какие-то определенные, в каких-то сами определенных мероприятиях участвуем для того, чтобы люди без инвалидности и люди с инвалидностью, особенно молодежь, могли социализироваться. Здесь нам очень помогают волонтеры с таких университетов, как Алматы менеджмент университет, мы очень часто их привлекаем, либо волонтеры из других организаций. И, соответственно, мы и по занятости работаем, по занятости людей с инвалидностью, и, соответственно, помогаем, поддерживаем детей, имеющих инвалидность, либо детей, родители которых имеют инвалидность. Вот, в принципе, общая информация о нашей организации, которой я бы хотел поделиться. Теперь, что касается доступа к высшему образованию. Мы здесь провели большую работу определенную. Мы работали с фондом Сорос Казахстан, с университетом Миннесоты, с центром Белим, Центральная Азия. То есть, соответственно, мы работали целенаправленно для того, чтобы улучшать доступ к высшему образованию для лиц с инвалидностью. И мы достигли вот следующих результатов. Вот как раз следующий слайд по результатам нашей работы. Мы по данному направлению разработали законопроекты, которые связаны с улучшением доступа к высшему образованию. То есть это внесение изменений и дополнений в закон об образовании, подзаконные акты. Кроме того, мы постоянно выступали на таких площадках, как КСО, это консультативно-совещательный орган при МИД, Министерстве иностранных дел Республики Казахстан. И, соответственно, выступали в Министерстве труда и социальной защиты населения, вели диалог с Министерством образования. И адвокацию также мы поддерживали с помощью журналистов, то есть определенных статей писали по данной проблеме, проводили пресс-конференции. Вот у Евгения Александровича Жовтиса мы проводили конференцию в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности буквально несколько месяцев назад, приуроченную именно к Дню инвалидов. И, соответственно, мы, кроме того, проводили семинары, тренинги для координаторов вузов, для того, чтобы координаторы вузов могли получить информацию о том, как нужно обеспечивать доступ к высшему образованию для лиц с инвалидностью разных категорий. Здесь нас курировал ресурсный консультативный центр по инклюзивному образованию и превентивной суицидологии при КЗНПУ имени Абая, и совместно с данной организацией мы как раз провели серию семинаров и тренингов, и более 60 координаторов вузов по инклюзивному образованию как раз таки обучились работе со студентами с инвалидностью. Кроме того, сейчас мы курируем проект, который называется «Сеть центров поддержки студентов с инвалидностью». Что мы делаем? Мы передаем оборудование специализированное в университеты для того, чтобы студенты с инвалидностью могли получать доступ к высшему образованию через это оборудование. Делимся опытом, знаниями и другими какими-то наработками, которые пока данные вузы не имеют. Далее мы хотели бы перейти на... Кроме того, мы работаем мы пилотировали Центр поддержки студентов с инвалидностью в одном из вузов, это КЗНПУ имени Абая. Соответственно, мы обратились к ректору, ректор своей доброй волей согласился нам помочь, и мы пилотировали данный проект. Можно, да, следующий слайд? Мы пилотировали данный проект в течение всего 16-17 года, встречались с депутатами Мажилиса, вот с Ириной Смирновой встречались и поднимали проблему, которая сейчас стоит перед нами, и говорили о том, что необходимо создание таких центров поддержки студентов, для того, чтобы студенты могли полноценный доступ к высшему образованию иметь. Данный центр посещали студенты из университета Цукуба,
которые как раз-таки интересовались проблемами доступности высшего образования. И, соответственно, мы вот такие вот диалоговые площадки проводили. Как я уже до этого говорил, проводили тренинги для координаторов вузов. Вот на одной из фотографий как раз изображен данный тренинг. Мы их ставили в такие условия, где бы они сами себя почувствовали студентами с инвалидностью и, соответственно, находили бы пути решения из этой ситуации. Сейчас мы рады сообщить, что данный вуз уже взял Центр поддержки студентов под свое попечение, выделились определенные штатные единицы, финансирование. В принципе, мы рады тому, что мы смогли помочь в развитии подобного центра в данном вузе. Сейчас мы работаем и с другими университетами, например, Казахским государственным университетом имени Дулати, с Казахским национальным университетом, где тоже открываются такие центры, и, соответственно, мы предоставляем им специализированное оборудование, когда мы получаем его от спонсоров, и помогаем им в адаптации материалов, где возможно. Соответственно, проводим определенные тренинги для того, чтобы они могли уже лучше обеспечивать доступ для студентов, имеющих инвалидность разных категорий. Не только студентов, имеющих легкие формы инвалидности, но и тяжелые формы инвалидности. Потому что, к сожалению, если вы наблюдаете за нашей ситуацией с инклюзивным образованием, в школах делается доступ определенный, но дети, имеющие тяжелые формы инвалидности, до сих пор, к сожалению, остаются либо в интернатах, либо обучаются на дому. То есть инклюзивное образование на данный момент, к сожалению, пока доступно только для людей, имеющих легкие формы инвалидности, я имею в виду для детей. И, соответственно, здесь мы сталкиваемся с тем, что дети не могут пользоваться данными услугами инклюзивных школ, и опять-таки им приходится обучаться в интернатах. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Можно следующий слайд. Определение проблемы, да? Нет. Да, определение проблемы. Давайте теперь перейдем к нашей проблеме. Дело в том, что в нашей стране проживает более 650 тысяч людей с инвалидностью разных категорий. Однако мы заметили, что если в школах у нас обучается 150 тысяч человек с инвалидностью, опять-таки в колледжах, согласно государственным данным, 2000, то в вузах по разным данным от 380 до 780 человек обучается. О чем это говорит? О том, что для студентов с инвалидностью, к сожалению, пока еще нет полноценного доступа к высшему образованию. Что это означает? Что студенты не имеют равных возможностей в получении высшего образования. Они, во-первых, сталкиваются с барьерами при поступлении в вуз. Некоторым студентам, например, необходимы так называемые специализированные условия для того, чтобы поступить в вуз. Например, помощник, для того, чтобы он зачитывал им тестовые задания, так как для детей с нарушением зрения, к сожалению, пока еще тестовые задания не предоставляются шрифтом Брайля. Кроме того, мы, к сожалению, заметили, что для людей с нарушением слуха очень тяжело предоставляется доступ к вступительным экзаменам. Иногда даже таких людей, можно сказать, вынуждают сдавать аудиоэкзамены для поступления в магистратуру. Это наши коллеги сообщили, что в принципе тоже недопустимо. Опять-таки по инфраструктурному доступу, здесь вы сами понимаете, что люди, имеющие инвалидность, связанную с нарушением опорно-двигательного аппарата, к сожалению, в текущей ситуации вынуждены выбирать вуз не по специальности, которые бы они хотели изучать, а именно по факту того, есть ли в этом вузе доступные уборные комнаты, либо много ли там ступенек, есть ли лифты, пандусы и тому подобные средства доступа, что в принципе тоже не является хорошим показателем доступности высшего образования. К чему все это приводит? Да к тому, что у студентов, которые в принципе хоть с каким-то трудом поступили, но во время учебы не получили должного адекватного доступа к образовательным услугам, либо их освобождали от каких-то предметов, либо занижали требования по каким-то предметам, получается, они, к сожалению, становятся менее конкурентоспособными на рынке труда. Если вы сравните, например, молодого специалиста без инвалидности и молодого специалиста с инвалидностью, в большинстве случаев молодые специалисты с инвалидностью, даже окончившие вуз, к сожалению, обладают меньшей конкурентоспособностью, меньшим объемом знаний, навыков и опыта. Все это, к сожалению, опять-таки связано с тем, что у нас
невысокий порог доступа к высшему образованию, к сожалению, на сегодняшний день складывается в нашей стране. Можно следующий слайд, пожалуйста. Тоже доступный. Текущая ситуация. Ага, спасибо. Мы, опять-таки, по текущей ситуации хотели бы переговорить. Здесь, к сожалению, только в нескольких вузах страны имеются центры поддержки студентов с ограниченными возможностями. Мы знаем, мы курировали, помогали работе таких центров в КазНПУ имени Абая, в КазНУ имени Аль-Фараби. Здесь, в Таразском государственном университете, очень хороший центр поддержки они создали. Кстати, очень приятно, что в регионах уделяется больше внимания таким студентам, хотя казалось бы, в Алмате должны создаваться все условия для таких студентов, однако в Алмате очень много бюрократических преград мы заметили. Тем не менее, вузы в регионах, особенно ректора регионов, в большинстве своем готовы на диалог, готовы выделять определенные средства для того, чтобы эти студенты могли обучаться и получать полноценную поддержку. В Караганде очень хороший центр поддержки имеется, но однако во многих вузах, к сожалению, нам приходится сказать, что нет адекватного доступа к инфраструктуре кампусов, то есть опять-таки везде ступеньки, нет лифтов, нет доступных уборных комнат. Кстати, даже если подобные уборные комнаты имеются, зачастую, вот мы заметили, не будем называть вуз, в одном из вузов мы заметили, что подобными туалетами для инвалидов пользуются преподаватели, закрывают их на ключ. В принципе, они не являются доступными, они постоянно закрыты, что тоже неправильно. Ведь не для преподавателей же эти туалеты строились, а именно для студентов, имеющих инвалидность. И нет разумных приспособлений. Вот, может быть, кто-нибудь знает, что такое разумные приспособления, а то, чтобы нам не играть, как говорится, в одни ворота, может ли кто-нибудь сказать, что такое вообще разумное приспособление? Как раз проверим, насколько все слышно. Никто не пишет. Есть какие-нибудь мнения по данному вопросу, что такое разумные приспособления? Если нет, то я, в принципе, поясню. Нет. Если меня, кстати, плохо слышно, вы тоже, пожалуйста, напишите, чтобы у нас была обратная связь. Потому что наша главная цель — это предоставить как можно больше информации для того, чтобы уже совместно решать данные вопросы. То есть разумные приспособления, если простым языком я скажу, не буду приводить цитату из конвенции, это специальные условия, либо технологии, либо какие-то возможности, которые предоставляются для того, чтобы минимизировать барьеры, созданные людьми, в данном случае именно в высших учебных заведениях. То есть это те же самые дополнительное время для сдачи тестов, экзаменов, дополнительные какие-то устройства, например, читающие машины для незрячих слабовидящих людей, либо информация шрифтом Брайля, либо переводчики жестового языка, либо материалы в электронном виде. Это вот, если в общем сказать, разумные приспособления — это вот такие вот возможности, которые позволяют нам обучаться лучше в университетах, позволяют нам получить более конкретный доступ к образовательным услугам и к образовательным учреждениям. Можно следующий слайд по международным документам. Международный документ, да? Спасибо. Казахстан ратифицировал ряд международных документов, которые касаются как раз и доступа к высшему образованию. Например, в Конвенции ООН о правах инвалидов в статье 24 говорится о том, что государства-участники признают право инвалидов на образование, и в целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях
и улучшения, извините, обучения в течение всей жизни. То есть на всех уровнях, не только в детском саду, в школе и в колледже, как у нас, к сожалению, пока еще делается. У нас огромные средства выделяются на инклюзивное образование в детских садах, школах, колледжи более-менее, в принципе, во многих колледжах мы знаем, что в штатные единицы включены и переводчики жестового языка, но, к сожалению, на вузы пока еще все зависит от доброй воли преподавателей, от доброй воли ректоров, администрации вузов. Вот такой вот системы пока у нас не выстроена, что вузы обязаны предоставлять конкретный доступ к образовательным услугам, обязаны, то есть не имеют права дискриминировать людей по признаку инвалидности. Однако каждый год к нам поступают звонки о том, что тому или иному студенту, к сожалению, ставят барьеры, тому или иному абитуриенту, извините, ставят барьеры для того, чтобы поступить в вуз, ставят какие-то определенные барьеры, такие как, например, нужно именно пользоваться помощниками, которые выделяет сам вуз, либо как приемная комиссия. Однако зачастую данные помощники не владеют навыками работы с незрячими и слабовидящими абитуриентами, и за счет этого, соответственно, способность набрать максимальный балл у студентов занижается. Мы даже знаем ситуацию, когда преподавателей физкультуры выделяли в качестве помощников для незрячих абитуриентов, и, соответственно, данный преподаватель, вы же понимаете, что не может квалифицированно или грамотно зачитать экзаменационные задания по математике. Соответственно, студент, который на пробных тестированиях набирал 25-27, например, баллов, либо 85-90% баллов набирал, если по процентному соотношению судить, то, соответственно, набирает 50-60 максимум. Это занижает его способности к поступлению. Вот. Кроме того, была ратифицирована Конвенция ООН о ликвидации дискриминации в сфере образования, где говорится о том, что недопустима дискриминация по различным признакам, таким как раса, религия, пол, социальный статус, инвалидность. В принципе, и у нас в Конституции написано, у нас инвалидность, к сожалению, не упомянута в данном высшем законе нашей страны. Можно следующий слайд, пожалуйста. Вот, давайте поговорим о консультативно-практических центрах поддержки студентов с инвалидностью. Как мы изучали международный опыт таких стран, как США, Япония, Малайзия, Таиланд, и мы заметили, что в рейтинг вузов, в принципе, входит наличие подобных центров поддержки студентов с ограниченными возможностями. Чем эти центры вообще занимаются? Центры поддержки студентов с ограниченными возможностями за рубежом занимаются информационно-адаптивным либо психолого-педагогическим сопровождением студентов, имеющих инвалидность, а также абитуриентов, которые поступают в этот вуз. Кроме того, в данных центрах поддержки находятся специальные координаторы, которые являются посредниками между студентом, имеющим инвалидность, и преподавателями, между студентом, имеющим инвалидность, и администрацией вуза, между студентом, имеющим инвалидность, и другими студентами без инвалидности. То есть это то контактное лицо, с помощью которого вы можете решать проблемы доступа к высшему образованию. Если на кампусе где-то имеются ступеньки, где-то имеются где-то нет светофоров, например, со звуковым сопровождением, если даже человек может пользоваться ступенями, но они не окрашены в определенный контрастный цвет, то, в принципе, эти проблемы доступности инфраструктуры тоже координатор центра поддержки решает. Кроме того, координаторы решают вопросы с преподавателями о создании таких разумных приспособлений. То есть, если нужно дополнительное время для сдачи тестов и экзаменов, то оно путем переговоров с преподавателями предоставляется. Например, я когда даже обучался в США, у нас был очень тяжелый предмет статистика, и очень тяжело было центром поддержки студентов даже адаптировать материалы по статистике для данного предмета для меня. И, соответственно, у меня началось отставание от других студентов, и путем переговоров, опять-таки, мне разрешили сдать финальный экзамен по данному предмету чуть позже, и, соответственно, я, в принципе, мог, пользуясь подобным разумным приспособлением, достаточно хорошо сдать этот предмет, хотя я уверен, что здесь, в Казахстане, у меня этого не получилось, поскольку такие тяжелые предметы очень тяжело адаптировать, даже имея хорошую материально-техническую базу, как в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки, например, в университете Индианы, в центре поддержки студентов обслуживается
около 900 студентов с инвалидностью на 120 тысяч студентов в общем. То есть это, в принципе, небольшое количество, но меня удивило то, что большинство из этих студентов имеют инвалидность именно имеют ментальные нарушения, не инвалидность, связанную с опорным двигательным аппаратом, либо какими-то зрительными нарушениями, а именно с инвалидность ментального характера имеет, что меня очень поначалу удивило, потому что у нас, к сожалению, эти ребята лишены многих возможностей получать хорошее образование, не то что высшее, но и, в принципе, среднеспециальное. Если мы возьмем университет Миннесоты, например, там центр поддержки очень большой, там обучается, извините, работает 65 штатных сотрудников, из которых половина имеет инвалидность. И эти штатные сотрудники обслуживают, сейчас я вспомню, 4434 человека было обслужено в 2017 году. То есть можно сказать, что если в университете обучается 40 тысяч человек, из них 11% студентов, в принципе, приходят в данный центр для того, чтобы получить доступные образовательные услуги. Это даже очень хороший процент, то есть больше 10% в данном вузе студентов имеют инвалидность разных категорий. Если мы возьмем японский опыт за основу, то, соответственно, здесь очень хорошо привлекаются волонтеры, которые проживают в местных сообществах, которые готовы помочь людям. И используются новые информационные технологии, новые какие-то определенные технологии, которые бы позволяли предоставлять доступ к высшему образованию для студентов, имеющих инвалидность разных категорий. И, соответственно, мы даже видели преподавателей, которые имеют инвалидность одновременно и по зрению, и по слуху, но, в принципе, без проблем уже на профессорском уровне могут преподавать студентам, например, в Токийском университете. Если мы возьмем страны Юго-Восточной Азии, то, конечно, они более ближе к нам и по экономическим параметрам, показателям, и, в принципе, по ситуации, связанной с инвалидностью, то здесь, в принципе, в Таиланде, например, в каждом вузе, опять-таки, имеются центры поддержки студентов с инвалидностью, а в Малайзии, по крайней мере, ректорами вузов и вузами вообще разрабатываются инструкции, практические инструкции по инклюзии в вузах. То есть вуз уже на уровне ректора берет на себя ответственность определенную, что в вузе будет обеспечиваться необходимые условия для студентов с инвалидностью. И, соответственно, под подписью ректора данный документ уже идет в качестве документа, который уже обусловливает доступность высшего образования в том или ином малазийском вузе. В принципе, мы даже из этого могли бы здесь, в Казахстане, начать, что хотя бы разрабатывать практические инструкции по инклюзии в вузах. В принципе, вот такая вот информация по центрам поддержки. Центр поддержки, опять-таки, суммируем, это структура, которая позволяет студенту с ограниченными возможностями разных категорий получать доступ к высшему образованию через определенного координатора, который представляет его или ее интересы в вузе, в администрации, с преподавателями работает и с другими студентами. А можно что-нибудь сказать, пожалуйста? Вообще, сколько же у нас студентов с инвалидностью? Сколько у нас студентов с инвалидностью? Да? Спасибо. Здесь у нас, опять-таки, данные разнятся, как я уже говорил. Вот по этой таблице, это данные ресурсного консультативного центра по инклюзивному образованию и превентивной суицидологии при КЗНПУ имени Абая. Данные на 2016 год, правда, но, в принципе, они информацию по различным вузам дают нам. Например, в КЗНПУ у нас 37 студентов обучалось в том году, в КазГУ около 40, в КазНУ имени Аль-Фараби, извините, в некоторых университетах 55 студентов. Вот по нашим обновленным данным, например, в Казахской академии спорта и туризма вообще 123 студента с инвалидностью обучается. Однако, вот согласно государственному докладу о реализации Конвенции о правах инвалидов в Казахстане, написано, что у студентов в вузах обучается около 385. Почему-то у них данные совсем другие. В этом году мы читали, может быть, многие из вас читали статью, которая была опубликована в издании «Закон КИЗ». Вот в этом году говорится о том, что 220 студентов с инвалидностью поступили в вузы обучаться в этом году. Это очень хороший знак, очень хороший показатель. По крайней мере, уже стали принимать массово студентов, хоть и с какими-то определенными проблемами в поступлении, но, по крайней мере, уже массовость пошла. Если в начале 2000-х годов
всеми правдами и неправдами нас пытались не брать в университеты для того, чтобы мы в них обучались, то здесь уже практически эта проблема не стоит. Единственное, опять-таки, барьеры при поступлении, что занижает шансы студента поступить, и барьеры при обучении. Но, по крайней мере, это уже решаемо. Какая-то уже здесь перемена пошла. И, опять-таки, в данной статье закон КИЗ написано о том, что 45 вузов сейчас доступны для лиц с ограниченными возможностями разных категорий. Опять-таки, согласно государственной программе развития образования на 16-19 годы, к концу 2018 года 100% вузов должны быть доступны для лиц с инвалидностью. То есть у нас осталось сколько? 3,5 месяца. После этого, я не знаю, увидим ли мы или не увидим, но согласно программе все 100% вузов должны быть доступными для лиц с инвалидностью. Однако я даже сомневаюсь, что эти 45 вузов, о которых говорит издание «Закон КИЗ», доступны, потому что, возможно, они просто установили где-то у входа пандус, где-то лифт поставили, и тот, наверное, открывается ключом, который имеет преподаватель. Вот, и, соответственно, они докладывают в Министерство образования о том, что вуз доступен. Однако, если придет комиссия, состоящая из конечных пользователей, то есть из людей, имеющих инвалидность, то мы, соответственно, я думаю, обнаружим большие проблемы в доступе в том или ином учебном заведении, которое считается, в принципе, на данный момент доступным. Вот. Да, можно следующий. Соответственно, к каким выводам мы здесь пришли? Мы пришли вообще к следующим выводам вот из вышесказанного, что, вот, например, на законодательном уровне у нас законодательство Республики Казахстан в области инвалидности и в области образования не является всеобъемлющим, то есть в плане гарантирования права на высшее образование для людей с ограниченными возможностями и на недискриминацию в получении ими же высшего образования. То есть в наших законах и подзаконных актах не прописаны нормы по предоставлению разумных приспособлений во время поступления в вуз, учебы, сдачи тестов и экзаменов и прохождения производственной практики. Наше законодательство не требует от вузов принимать студентов с инвалидностью любой категории. То есть я уже говорю, например, о студентах, имеющих ментальные нарушения, либо о студентах, которые имеют инвалидность одновременно по слуху или по зрению. Вот. А также обеспечивать их соответствующими условиями. Вузы не несут административной ответственности за дискриминацию лиц с инвалидностью. Вот у нас опять-таки эта проблема состоит. И законодательство нашей страны в области образования мало соответствует статье 24 Конвенции ООН о правах инвалидов, опять-таки, которую Казахстан еще ратифицировал в феврале 2015 года. Кроме того, хотелось бы отметить, что при сравнении законов Казахстана с законами, например, других стран, таких как Малайзия, США, Япония, мы обнаружили, что идут большие различия в плане недостаточного изложения тех мер, которые должны приниматься вузами в целях обеспечения прав лиц с инвалидностью на высшее образование в Казахстане. Вот. Это было во-первых. Во-вторых, мы вообще на 3 уровнях видим проблему здесь: на законодательном уровне, на правоприменительном уровне и на уровне человеческих барьеров. Вот на правоприменительном уровне мы заметили, что во многих вузах Казахстана опять-таки отсутствует доступная для лиц с инвалидностью инфраструктура. Нет доступа к образовательным программам и услугам для лиц с инвалидностью по зрению и слуху, например. Лишь некоторые университеты, стараясь соответствовать сегодняшним трендам в поддержке лиц с инвалидностью, вводят специальные гранты на обучение студентов с ограниченными возможностями. Однако даже получив вот такой грант, в принципе, студент не может иметь гарантии в полноценном освоении образовательных программ в рамках его специализации. То есть, да, получается, он грант получил, стипендию получает, но опять-таки конкурентоспособность у него будет страдать, если, конечно, он не является... У нас, конечно же, есть исключения, есть люди, которые действительно стремятся к всеми правдами, всеми путями получить доступ к высшему образованию, пробиваются, работают в различных университетах. Сейчас, например, Зият, я не знаю, если он подключен, сейчас на Назарбаев университете работает, тоже в нашей школе-интернат учился. Соответственно, он в данном университете обеспечивает доступ для студентов, имеющих инвалидность. Там тоже ведется подобная работа. Вот. В
принципе, вот подобную проблему мы увидели на правоприменительном уровне. И третье, это на уровне человеческих или социальных барьеров. Мы видим, что преподаватели вузов не учитывают специфику студентов, имеющих инвалидность, когда они обучают, ведут лекции, семинары, не учитывают какие-то специфику заболеваний. И намеренно или непреднамеренно, к сожалению, они принуждают студентов с инвалидностью приспосабливаться к неестественным условиям обучения. Тогда как согласно Конвенции о правах инвалидов и лучшим зарубежным практикам общества, а в нашем случае это преподаватели, сотрудники вузов и другие студенты, общество должно приспособиться к нуждам лиц с инвалидностью и, соответственно, убрать либо минимизировать искусственно воздвигнутые ими барьеры. А здесь происходит, к сожалению, наоборот, студенты с инвалидностью сами приспосабливаются к тем или иным условиям, которые на сегодняшний день имеются. Вот, далее мы хотели сказать, уже перейти к рекомендациям. Вот мы на законодательном уровне говорим о том, что необходимо разработать, мы считаем, что уже подошло время разработать антидискриминационное законодательство в области инвалидности тоже, кстати, например, на примере США и Японии, с целью постепенно искоренить явную и скрытую дискриминацию лиц с инвалидностью. Можно до следующий слайд? Это вот на рекомендации на законодательном уровне. Спасибо. Ну, и в том числе получается и в получении ими высшего образования. Кроме того, мы предлагаем здесь учесть требования статьи 24 Конвенции ООН о правах инвалидов при составлении статей закона, например, о недискриминации в области инвалидности, связанных с получением образования лицами, имеющими инвалидность. И, соответственно, необходимо обязательно внести дополнение и изменения в закон Республики Казахстан об образовании с целью прописать административные меры, например, для вузов, осуществляющих дискриминацию лиц с инвалидностью или не предоставляющих адекватный доступ к высшему образованию для таких студентов. И опять-таки меры должны тут какие-то штрафы быть, либо лишение лицензий. Я слышал, даже в некоторых странах, если нет доступности для инвалидов, зачастую вузы лишают лицензий. В принципе, здесь тоже можно было бы подобные меры принимать для того, чтобы как-то форсировать данный процесс. Кроме того, необходимо внести дополнение закона об образовании, касающееся, опять-таки, количества отдельных квот только для лиц с инвалидностью, подающих документы на получение той или иной специальности. Вот это что касается у нас законодательства. В принципе, здесь можно говорить о том, что необходимо внести изменения и дополнения в законодательство. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Спасибо. А вот на правоприменительном уровне, спасибо, мы считаем, что в каждом вузе, находящемся в полной или частичной собственности государства, необходимо организовывать центры поддержки студентов с ограниченными возможностями. Для этого целью деятельности подобных центров, опять-таки, является психолого-педагогическое сопровождение студентов, об этом мы уже говорили, материально-техническое оснащение, информационно-адаптивное, для того, чтобы студент уже полноценно мог, соответственно, развиваться, получать знания, а не сидеть и как-то адаптировать самостоятельно материалы, и адаптировать, либо тратить свое свободное время на то, чтобы что-то получить то, что, в принципе, другие студенты без инвалидности и так без проблем получают. Спасибо. А можно? Сейчас, секунду. На базе данных центров можно, в принципе, предоставлять услуги по доступности информации через альтернативные форматы, такие, например, как шрифт Брайля, такие, как укрупненный шрифт, аудио, электронный вариант, через предоставление услуг помощников, переводчиков жестового языка. То есть все это, в принципе, допустимо, возможно. Но, к сожалению, когда мы обращаемся к ректорам, они сразу нам задают такие вопросы, через сколько времени это все окупится, сколько нужно вложить и сколько вернется нам средств. То есть, да, я понимаю, что сейчас, к сожалению, вузы нацелены на то, чтобы зарабатывать больше средств, но все это, ведь если у нас будет сильная законодательная база определенная, то, в принципе, этот вопрос был бы тоже снят. Они бы уже были бы обязаны предоставлять подобный доступ и не задавали бы таких вопросов, когда это все окупится и сколько надо вложить, сколько нам вернется и с какой прибылью, можно так сказать.
И далее, можно следующий слайд. Вот. На уровне человеческих барьеров мы считаем, что нужно, во-первых, постоянно повышать осведомленность профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов о людях с инвалидностью через, например, проведение акций, социальных кампаний, конференций, встреч, диалоговых площадок. Это очень важно для того, чтобы профессорско-преподавательский состав уже знал особенности студентов с инвалидностью, с которыми они работают, знал о том, как правильно предоставлять определенный доступ этим студентам, как правильно с ними работать. Соответственно, это бы улучшило уже качество преподавания в том или ином вузе. Кроме того, необходимо усилить потенциал администрации вуза, то есть ректоров, проректоров, деканов. Здесь тоже через проведение, конечно же, тренингов для ректоров, либо каких-то определенных конференций. И целью всего этого было бы, конечно, переосмысление роли, которую играют студенты с инвалидностью в формировании студенческого многообразия, о чем мы уже говорили в начале, и в развитии системы образовательных программ и услуг самого вуза. И кроме того, необходимо, я считаю, что активно привлекать общественные объединения, особенно, например, общественные объединения инвалидов к решению данных проблем, для реализации, например, вышеуказанных рекомендаций. Вот, а можно представить сайт? У нас тут есть некоторые предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство. Я просто остановлюсь на одном или двух пунктах, чтобы вас не загружать информацией по законодательству. Например, вот в главу 1, статья 1, да, о законе об образовании, можно было бы добавить пункт о том, что необходимо в закон ввести понятие «разумное приспособление». Вот это вот понятие, кстати, «разумное приспособление», которое я сейчас вам зачитаю, дано в Конвенции ООН о правах инвалидов. И, в принципе, не всем может быть и понятно, но я думаю, в законе оно должно быть прописано для того, чтобы уже потом трактовать его на местном уровне. То есть, что такое разумное приспособление? Разумное приспособление – это внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения, реализации или осуществления инвалидами наравне с другими прав человека на доступ к образованию и образовательным услугам. Но зачем нам это нужно? Для того, чтобы мы говорим тут о том, что разумные приспособления необходимы для участия лиц с инвалидностью в процессе, например, подачи документов на обучение и сдачи вступительных экзаменов, для обучения в аудиториях наравне с другими студентами, для участия на мероприятиях, таких как спорт, общественная деятельность, какие-то другие мероприятия, жизнь в общежитиях, работа в библиотеках. Это же все, в принципе, элементы студенческой жизни, которые зачастую часть студентов, имеющих инвалидность, этого лишены. Вот для прохождения производственной или иной обязательной практики, что в наших вузах делается? Производственную практику, в принципе, требуется студентам проходить, но студентам с инвалидностью зачастую как-то какие-то скидки в этом делают. Они просто идут в организации, в тех же, в которых они состоят по виду своей инвалидности, берут справку о том, что они прошли там производственную практику, и, соответственно, получают оценку, это хорошо, но потом уже, когда они заканчивают вуз, у них нет определенного опыта, навыка работы, которые бы они могли получить, если бы конкретную хорошую производственную практику по специальности вы получили. Вот. А, к сожалению, вот этот иждивенческий или потребительский подход из-за того, что у нас недоступность высшего образования идет, к сожалению, сохраняется среди студентов, по крайней мере, среди многих студентов, с которыми мы работаем. И опять-таки, это вот что касается разумных приспособлений. А можно следующий слайд? Это вот здесь можно внести дополнение опять в данную статью о том, что граждане с ограниченными возможностями в развитии имеют доступ к общему высшему образованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни, без дискриминации наравне с другими. То есть здесь опять-таки все это делается в полном соответствии со статьей 24 Конвенции ООН о правах инвалидов, потому что это там черным по белому написано, и хотелось бы, чтобы и у нас в законодательстве все это было прописано. Можно следующий слайд? Здесь уже идет по центрам поддержки студентов. Да,
Здесь в данной статье закона мы считаем, что необходимо просто прописать пункт о том, что в вузах должны создаваться консультативно-практические центры поддержки студентов с ограниченными возможностями, которые бы обеспечивали полноценный доступ к высшему образованию для студентов с инвалидностью разных категорий. Это необходимо прописать в законе для того, чтобы уже на уровне университетов создавались штатные единицы, опять-таки даже рабочие места для тех же самых лиц с инвалидностью, которые выпустятся в этом вузе. В принципе, рабочие места здесь не самое главное, чтобы были определенные координаторы, которые могли бы полноценно предоставлять доступ к образовательным услугам для категорий лиц, имеющих инвалидность, разных категорий. Вот. И если это все будет прописано в законодательстве, в законе об образовании, соответственно, уже будут выходить подзаконные акты, которые уже бы могли регулировать работу данных центров. Потому что мы пилотно все это проводим, конечно же, но хотелось бы, чтобы уже на государственном уровне все это было обосновано и, соответственно, работало. Вот это что касается у нас центров поддержки студентов с ограниченными возможностями. Можно следующий слайд. Опять законодательство зависит. Предлагаем алгоритм действий по адвокату. Ага, спасибо. Перед алгоритмом действий я хотел бы еще сказать, что в нормах закона об образовании также прописано, что определенные категории лиц с инвалидностью, например, инвалиды по зрению и по слуху, так же как и дети-сироты и другие категории, имеют право на повышенную стипендию, на надбавку к стипендии 75% от базовой стипендии. То есть это уполномоченный орган оплачивает соответствующую надбавку. Здесь мы бы хотели для устранения дискриминации, чтобы подобная надбавка была не только для студентов, имеющих инвалидность по зрению или по слуху, но и, в принципе, для всех других студентов. Потому что студенты, например, передвигающиеся на колясках, либо студенты маленького роста, либо другие студенты тоже сталкиваются с определенными проблемами, и для чего им необходимы дополнительные денежные средства, чтобы как-то решить те или иные проблемы, с которыми они сталкиваются во время обучения в вузе. Поэтому, в принципе, если бы надбавка к стипендии платилась всем студентам, а не только студентам с нарушением зрения и с нарушением слуха, было бы, мы считаем, великолепным сигналом к тому, что мы идем действительно к созданию антидискриминационного законодательства. Вот. И для чего мы об этом всем говорим с вами? Дело в том, что мы бы хотели предложить алгоритм действий по адвокации. Мы здесь работаем уже несколько лет в данной сфере с нашими коллегами. Вот мы при поддержке фонда Сорос Казахстан большую работу проводили, при поддержке университета Миннесоты, центра Белим, других организаций. Мы бы хотели, чтобы подключились и общественные объединения инвалидов, какие-то определенные диалоговые площадки бы создавали для того, чтобы решать эти проблемы. Если вы являетесь, например, руководителем общественного объединения инвалидов, либо являетесь членом данного общественного объединения, вы в той или иной мере все равно сталкиваетесь с тем, что категория тех лиц с инвалидностью, с которыми вы работаете, так или иначе хотела бы обучаться в высших учебных заведениях, либо уже обучается, либо не может по определенным причинам обучаться. В принципе, эти проблемы мы бы могли бы сообща с вами решать, если бы мы объединились. Поэтому мы предлагаем следующее. Мы считаем, что необходимо создать рабочую группу по улучшению доступа к высшему образованию для студентов с инвалидностью всех категорий. Что такое рабочая группа? Это, конечно же, определенные эксперты в сфере образования, определенные эксперты в сфере правозащиты, также лидеры общественных объединений инвалидов, ректора вузов могли бы присоединиться здесь, конечно же, сотрудники Министерства образования, особенно вот департамента по высшему образованию, могли бы создать данную рабочую группу и, соответственно, уже на местах, пока еще, раз уж законодательство еще не поменялось, у нас пока нет сильной законодательной базы, надеемся, что она скоро будет, мы к этому стремимся, работаем над этим. Вот. По крайней мере, уже на местах решать эти вопросы по улучшению доступа к высшему образованию. Если мы сейчас этим не займемся, то мы потеряем то поколение студентов с инвалидностью, которое сейчас обучается, будь то 750 человек или 385 человек, вот по разным данным. Вот сейчас в этом году 220 человек поступило. Если среди них имеются инвалиды первой группы, например, то им будет намного тяжелее конкурировать со своими коллегами в получении высшего образования, если для них не будет определенного доступа создано. Поэтому эти проблемы нужно сейчас решать. Если мы их не решим, вот эти
многие из этих студентов, которые сейчас поступили, опять-таки перейдут в категорию иждивенцев и будут говорить, ну раз нам не предоставляется определенный доступ, тогда мы будем обучаться ради стипендии. Опять-таки нагрузка на государство здесь будет. Закончат университет, пойдут, ладно, в магистратуру, закончат магистратуру, потом будут работать, подавать заявку на биржу труда и, имея степень магистра, будут работать на социальных рабочих местах, то есть опять-таки будут использовать бюджет уже органов социальной защиты. А использование бюджета органов социальной защиты в принципе не есть правильно. Если человек является специалистом, он обучился за государственный счет, получал ту самую стипендию, государственный грант, он в принципе, по идее, должен уже работать по специальности и уже в страну возвращать эти средства, которые государство на него потратило. А здесь опять-таки происходит, что студенты закончили вуз, либо магистратуру, и опять-таки идут на социальные рабочие места, либо общественные рабочие места, что не есть правильно. И в принципе это уже волнообразно идет, и как-то эту ситуацию совместно, я считаю, с вами нужно менять. Кроме того, мы считаем, что нужно создать национальную конференцию. Например, я считаю, что Назарбаев университет был бы великолепной площадкой для создания подобной конференции, где бы собрались все ректора вузов. У Назарбаев университета есть великолепная школа образования, где есть хорошие наработки в сфере инклюзивного образования, в сфере доступности высшего образования для лиц с инвалидностью. Есть специалисты, которые обучались и за рубежом, и есть преподавателей очень много, которые, в принципе, могли бы зарубежный какой-то опыт и практику сюда внедрить. Вот такую конференцию, если бы в Назарбаев университете была бы проведена, например, под председательством вице-министра образования, либо другой фигуры, принимающей решения, то уже на уровне ректоров эти вопросы уже легче бы решались. Уже ректора бы, например, не задумывались бы о том, насколько выгодно вкладывать деньги в этот процесс создания, например, центров поддержки студентов с инвалидностью, а уже понимали, что это их обязательство наравне с тем, как, например, строить общежитие, либо делать комфортной жизнь студентов вообще с инвалидностью или без инвалидности. И далее мы считаем, что здесь очень необходимо создать коалицию НПО, я о чем с самого начала с вами говорю. Если у нас будет хорошая коалиция по доступу к высшему образованию, мы бы могли совместно с вами решать очень большой круг задач. Потому что, к сожалению, у нас есть только несколько НПО, которые сейчас с нами работают по данным вопросам. Если у нас будет большая коалиция, например, в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности есть специальная коалиция НПО против пыток. Есть коалиция НПО по другим направлениям. Есть была коалиция НПО по защите прав детей. Почему бы и нам с вами не создать коалицию НПО, например, по доступности высшего образования? Мы готовы, в принципе, администрировать работу данной коалиции. И даже если и не администрировать, мы здесь без проблем могли бы даже и участвовать, и делиться своими наработками с другими коллегами с НПО, даже если кто-то захочет администрировать эту коалицию, кто-то из других организаций. Коалиционное вот такое вот мышление, коалиционные действия являются очень хорошим инструментом для адвокации, и, соответственно, они приносят большие результаты во многих странах. В принципе, даже и у нас коалиционно можно было бы достичь огромных результатов, как это достигают, например, в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности. Вот, в принципе, в общих чертах все, о чем я хотел вам рассказать. В сегодняшней презентации с вами мы говорили, во-первых, о том, почему мы данной работой занимаемся, чего мы достигли. Потом мы говорили вообще о проблеме, с которыми сталкиваются студенты с ограниченными возможностями разных категорий при поступлении, при прохождении производственной практики, при получении образования. Мы говорили о том, что их освобождают от физкультуры, например, хотя, в принципе, могли бы, опять-таки, разумные приспособления там создать, для того, чтобы студенты могли заниматься спортом по мере своих возможностей. Кроме того, мы говорили о международном опыте, о центрах поддержки студентов с ограниченными возможностями, которые необходимо создавать. Мы говорили о том, что у нас существуют проблемы на законодательном уровне, во-первых, на правоприменительном уровне, во-вторых, и на уровне человеческих барьеров, и мы предлагали решение этих проблем. И мы вам показывали те законопроекты, которые мы разработали, и, соответственно, предлагаем вам создать коалицию
для того, чтобы уже совместно либо доработать эти законопроекты, либо совместно их продвигать уже для того, чтобы у государства появилась политическая воля для решения этой большой проблемы, которая сейчас на сегодняшний день стоит перед лицами, имеющими инвалидность и желающими получить высшее образование. Ну, спасибо большое за внимание. Я думаю, мы можем перейти к сессии вопросы и ответы. Спасибо. Тут до этого был вопрос от Асадулу. Предоставляют ли дополнительные баллы при поступлении лицам с ограниченными возможностями в Казахстане? Дополнительные баллы? Да. Спасибо за вопрос. Дело в том, что, в принципе, мы говорили о том, что существует квота для лиц с ограниченными возможностями, но, однако, в эту квоту входят и лица, которые являются сиротами, либо лица из других социально уязвимых слоев населения. То есть, если мы набираем определенное количество баллов, скажем, например, 70 баллов, и мы имеем инвалидность, то, соответственно, нам будет отдан приоритет по сравнению с другими студентами, которые не имеют инвалидность. И, соответственно, если мы с этим человеком набрали одинаковое количество баллов, то приоритет будет отдан нам, мы можем поступить либо на грант, либо на какую-то другую форму обучения, на которую мы, в принципе, подавали. А вот по дополнительным баллам здесь, скорее всего, вы, наверное, имели в виду квота. Квота, она имеется, но, к сожалению, она не настолько велика, чтобы охватить, я думаю, большее количество студентов, имеющих инвалидность. Если, например, по трудоустройству у нас идет квота от 2 до 4% от количества сотрудников, в зависимости, конечно, от производства, от формата того учреждения, куда нужно трудоустроить человека с инвалидностью, то здесь по вузам, насколько я знаю, пока еще у нас 1%, квота идет, которую, в принципе, нужно было бы и увеличить уже. Сулейменов Жаслан задал вопрос. Джойс Бендер говорила, что общалась с университетом имени Кунаева об обучении для лиц с инвалидностью. Вы сотрудничаете с этим вузом? Университет Кунаева в Астане, вы имеете в виду, или в Алматы? Потому что мы знаем, что в университете Кунаева у нас один преподаватель работал, очень сильный профессор, он имеет нарушение зрения, инвалидность первой группы. И, в принципе, те студенты, которые там обучались, особенно с нарушением зрения, какое-то уже определенное внимание получали постольку, поскольку сам преподаватель, очень сильный юрист, имел инвалидность, и он уже, по крайней мере, знал, как правильно работать с этими студентами. О чем мы, в принципе, всегда и говорим, что... В Астане. В Астане? В Астане, к сожалению, нет, мы не сотрудничаем, но мы вот опять-таки вот пример привожу, что необходимо на работу в учебные заведения, мы об этом и в Акимате города Алматы говорили, принимать сотрудников, например, знающих Брайля или знающих язык жестов из числа самих лиц с инвалидностью. Для чего? Для того, чтобы... Потому что вы сами понимаете, что эти лица знают, как правильно обеспечить подход к тому или иному студенту, имеющему инвалидность, как правильно ему или ей объяснить ту или иную ситуацию или тот или иной предмет. У нас, например, я обучался в школе-интернате для незрячих слабовидящих детей. У нас было на то время очень много преподавателей незрячих, и, в принципе, они нам буквально вот на пальцах показывали, объясняли тот или иной предмет, который мы не могли понять. Если таких преподавателей не будет, к сожалению, проблема здесь будет намного сложнее, потому что человек, только что закончивший вуз, не имеющий опыта работы, который устроился на работу сюда, например, в университет, соответственно, он не совсем, я думаю, будет компетентен в обеспечении полноценного доступа к тому предмету, который слабовидящий или слабослышащий студент у него проходит. Яна Александровна задала вопрос, как разрабатывали пилотный проект. Спасибо, Яна Александровна, огромное. В 2015 году мы
обучались. Я обучался по программе «Новое поколение правозащитников Республики Казахстан». Это программа фонда Сороса и фонда Фридриха Эберта. И как раз-таки я разрабатывал мониторинговые исследования по реализации права на высшее образование для лиц с инвалидностью в Казахстане. Дело в том, что у меня накопился большой опыт именно по поводу обеспечения доступа к высшему образованию в разных университетах. Я стажировался и в японских университетах, в Хиросиме, в Токио. И я еще, вернувшись с Японии в 2007 году, мы этим хотели заниматься, но мы встретили большое сопротивление от вузов. И нам пришлось, в принципе, остаться на уровне каких-то создания учебных материалов, говорящих книг шрифтом Брайля для студентов юридических факультетов, которые не имели доступных учебников, для студентов других факультетов. А потом мы уже почувствовали, что идет дело, улучшается уже ситуация, и климат у нас касательно лиц с инвалидностью. И, соответственно, те наработки, которые я накапливал все эти годы, уже в рамках той программы «Новое поколение правозащитников» я уже смог суммировать, и, соответственно, разработали мы данное мониторинговое исследование. После этого на основе мониторингового исследования, оно, кстати, здесь в раздатке тоже имеется, мы разработали уже пилотный проект. Пилотный проект заключался в том, чтобы создать и развить в одном из вузов Казахстана центр поддержки студентов с инвалидностью, который бы обеспечивал полноценный доступ к студентам разных категорий. И конечной целью данного проекта, естественно, является устойчивость. Для того, чтобы когда мы ушли уже с данного вуза, вуз уже сам на себя взял заботу о данном центре, что в принципе и произошло. И, соответственно, мы добились того, что вуз уже выделил штатную единицу, по-моему, еще планирует выделить, соответственно, уже помещение определенное, уже конкретное, закрепленное за этим центром, и какое-то финансирование уже будет, потому что мы видим, что они нам делают запросы по поводу специализированного оборудования, которое необходимо для того, чтобы обеспечивать доступ к высшему образованию. Кстати, по поводу оборудования я хотел добавить, многие вузы, вот опять-таки, обращаются к нам и спрашивают, какой принтер шрифтом Брайля нужно им приобрести. Мы, как НПО, считаем, что пока в ВУЗе нет специалистов, которые бы могли пользоваться, например, такими принтерами или такими специализированными программами шрифтом Брайля, мы бы предложили вузам, я думаю, обращаться, например, к НПО для того, чтобы и заказывать у них услуги, например, по производству материалов шрифтом Брайля, либо в электронном виде. Пока, так как только на начальном уровне эти центры находятся, мы не считаем, что нужно вкладывать огромные деньги, 3, 4, 5 миллионов, для того, чтобы купить принтер, который будет у них потом стоять и не работать, в то время как студентам будет необходима поддержка уже сиюминутная. Здесь, я думаю, не для отчета нужно покупать оборудование, а уже смотреть по своим возможностям. Есть ли специалисты, которые могли бы этим оборудованием пользоваться? Если нет, то целесообразнее было бы просто закупать услуги у НПО, услуги по, например, адаптации материалов. А если есть специалисты, естественно, нужно принтер купить, потому что эта устойчивость уже будет у центра. Центр уже будет самостоятельно работать, самостоятельно выпускать те же материалы шрифтом Брайля и, соответственно, самостоятельно обслуживать студентов, не прибегая к помощи НПО. Вот такие вот два варианта мы бы могли предложить. Есть ли еще вопросы у кого-нибудь? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Может быть, какие-то есть комментарии или вопросы у участников, потому что у нас, сейчас, секундочку, у нас еще есть немного времени. Мы могли, в принципе, бы его использовать, если у вас есть подобное желание. А по слуху где можно взять? Что взять? Не могли бы, да, конкретизировать, что именно взять? Учебники. Учебные материалы? Или учебники? Да. И учебные материалы, и учебники. Спасибо большое за вопрос. Здесь, в принципе, все зависит от того, по какой специальности кто обучается. Обычно учебники, в принципе, идут стандартными для
студентов, которые обучаются в том или ином университете. Единственное, для людей с нарушением слуха можно было бы как-то адаптировать сами образовательные учебные материалы. Например, когда я обучался в США, для меня адаптировали образовательные материалы, то есть какие-то таблицы выбирали и, соответственно, описывали просто содержание таблиц, либо убирали картинки и, соответственно, делали описание картинок. Здесь по людям с нарушением слуха, по студентам, если студенту с нарушением слуха не совсем понятно то, как излагает, например, профессор или преподаватель тот или иной предмет, то, соответственно, Центр поддержки мог бы обратиться к преподавателю и попросить его уже более простым языком, более доступными фразами изложить тот или иной материал, который он дает для изучения, либо делает презентацию. В принципе, я надеюсь, я правильно ответил на ваш вопрос, потому что все зависит от той специальности, по которой вы обучаетесь, и от тех материалов, которые вам необходимы. Александра Сергеевна написала, что информация очень интересная, нужно переварить, и если возникнут вопросы, то напишет вам. О, отлично, спасибо. Я думаю, мои контакты имеются у фонда Ерих Шайтандау, поэтому, в принципе, можно будет к ним обратиться. Если какие-то вопросы или предложения будут, то мы бы с удовольствием на них реагировали. И опять-таки, еще раз, это у меня сегодня цель такая, я бы хотел, чтобы вы подумали о создании коалиции НПО по доступности высшего образования. В принципе, в эту коалицию могли бы войти, конечно же, и государственные органы, и университеты, и мы бы уже совместно бы решали поставленные перед нами задачи. Спасибо большое. Все пишут, спасибо большое, было очень интересно. Спасибо большое, что пришли, послушали. Тут какое-то высказывание привели. Сейчас я его прочитаю. Не могу найти, если можно, продублируйте, пожалуйста, Яна Александровна. Яна, вы, пожалуйста, одним сообщением сформируйте свой вопрос, чтобы эксперт мог ответить вам сейчас. Пока не пишет? Тогда давайте сделаем так. Яна, когда вышлет вопрос, я его вам перешлю, и вы ответите на него письменно. Ну все, тогда спасибо. Хорошо. Спасибо за вебинар. Ну все, тогда Спасибо за вебинар. Спасибо вам за предоставленную возможность провести данный вебинар. И в фонде Евразия Центральной Азии огромное спасибо, Адриана. Все, спасибо, запись отключаю. Спасибо. Я всем